Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе 26 лет независимости Южная Осетия отмечает День образования республики. Энергетики готовятся к зиме. В Очамчире идет замена трансформаторных подстанций. Эволюция экономической науки от Смита до Маркса. В АГУ читает лекции профессор из Плехановской академии. Сегодня Южная Осетия отмечает День образования республики. 26 лет назад, 20 сентября 1990 года, Юго-Осетинский совет народных депутатов провозгласил Юго-Осетинскую советскую демократическую республику в составе Союза советских социалистических республик. Именно с этого дня и отмечается День Республики Южная Осетия. Президент Абхазии Рауль Хаджимов поздравил президента Южной Осетии Леонида Тибилова с Днем образования республики. Встав на путь возрождения своей государственности, народ Южной Осетии выстоял в 3 войнах, выдержал многочисленные блокады и, несмотря ни на что, добился признания независимости своей республики. Признание Российской Федерации в 2008 году независимости Южной Осетии и Абхазии стало переломным моментом в современной истории наших стран. Сегодня Южная Осетия представляет пример общественного согласия, духовного единства, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, отмечается в частности в поздравлении президента. В Южной Осетии находится делегация Республики Абхазия во главе с вице-премьером, министром внутренних дел Абхазии Асланом Кобахия, прибывшим в Цхинвал для участия в мероприятиях по случаю Дня Республики. Сегодня члены абхазской делегации приняли участие в торжествах на главной площади столицы Республики Цхинвале, где состоялся военный парад и торжественное шествие. С поздравлением по случаю 26-й годовщины образования Республики Южная Осетия обратился президент страны Леонид Тибилов. Руководитель абхазской делегации вице-премьер, министр внутренних дел Аслан Кобахия зачитал поздравления с Днем образования республики президента Абхазии Рауля Хаджимба. Затем делегация из Абхазии провела несколько официальных встреч. Более подробно о поездке наш корреспондент Энвер Арджени расскажет в одной из ближайших выпусков новостей. Мы продолжаем рубрику «Ко Дню Победы» в эти дни 23 года назад. 20 сентября на Восточном фронте освобождено село Ахалдаба Очамчирского района. Установлен контроль над участком трассы от села Лашкиндар до Кадорского моста. На Западном фронте молниеносной атакой наши бойцы выбили противника из первого 16-этажного здания на въезде в город Сухум. Чуть позже была освобождена и вторая 16-этажка. Освобождена правая часть сел Тависуплеба и Нижняя Яштха. Подразделения абхазской армии с боями вышли к Сухумскому интернату. После тяжелых боев освобождена гора Гварда. Абхазское командование предлагает грузинским войскам прекратить сопротивление и по безопасному коридору выйти из блокированного Сухума. Ответа не последовало. Грузинская сторона отказывается от подписания соглашения, предложенного 19 сентября в Сочи. К другим новостям. 8 вопросов повестки дня собираются рассмотреть депутаты Народного собрания Абхазии завтра, 21 сентября, на первом заседании осенней сессии парламента. В их числе о введении в действие Трудового кодекса Республики Абхазия, о проекте закона Республики Абхазия об электроэнергетике. Кроме того, депутаты обсудят возможность внесения изменений в постановление парламента об утверждении сметы расходов на содержание Национального банка Абхазии. На заседании сессии будут рассмотрены и кадровые вопросы. К примеру, об избрании Умара Берулава на должность первого заместителя председателя Верховного суда Республики Абхазия, а также об избрании судей различного уровня. В Москве на 76-м году жизни после тяжелой болезни скончалась известная абхазская пианистка, музыковед, заслуженный работник культуры Абхазии, кавалер ордена Ахизапша 3-й степени Аида Ашхаруа. Более 25 лет пианистка, заслуженный работник культуры Абхазии, кандидат философских наук Аида Григорьевна Ашхаруа проработала на абхазском радио и телевидении. Вела цикл телепередач, а также программу на абхазском радио под названием «История и музыка абхазского народа». Аве Мария, адунея чьей цирдыруа композиторча дудзуку аргуаца и тыцуа, арчират гуазыхера зыркуа, еснагицкю и пщу, чтоб жгащила еуепши Мария куирыла гамту, хлым хаитаюа, хах гуитала на хаймызду ажикуа,
Бгургела Мария. Музыкальный фольклор абхазского народа занимал в жизни Аиды Ашхаруа особое место. Долгие годы она занималась его исследованием. Как педагог она старалась привить своим ученикам любовь к родной музыке. Коллеги отзываются по Аиде Ашхаруа как об очень энергичном, живом, преданном своему делу человеке. Не чужды были ей и такие качества, как доброта и отзывчивость. Это был человек, можно сказать, неуемной энергии. У нее были такие качества, которые могли зарядить людей энергией, могли придать кураж в работе. Это немаловажно для творческих людей. В 1966 году Аида Ашхаруа окончила фортепианный факультет Московского государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных, затем аспирантуру Московской государственной консерватории имени Чайковского. В разные годы Аида Ашхаруа работала педагогом фортепиано, заведующей учебной частью, а затем и директором Сухумского музыкального училища. Как руководитель она была тоже не совсем простым руководителем, понимаете? У нее всегда кипела масса идей в голове, у нее всегда кипела работа, у нее, если она что-то начинала, какой-то проект, она уже говорила о следующем. Аида Ашхаруа вела очень разнообразную деятельность. Автор ценных музыкальных трудов по абхазской музыкальной науке, она была очень разносторонней личностью. Коллеги отмечают ее лидерские качества организатора. За какое бы дело она ни взялась, ей всегда сопутствовал успех. Много лет Аида Ашхаруа вела просветительские и образовательные программы в Абхазской государственной филармонии, выступая как лектор-музыковед. Последней книгой, которую издала Аида Ашхаруа, стал сборник «Озвученные рассказы об абхазской народной песне». Вместе с коллегой Асидой Царгуш провела презентации книги в Гале, в Гулерипчском и Учимчирском районах. Аида Ашхаруа готовилась к таким же презентациям и в других районах, но внезапно ее настигла коварная болезнь. По ее просьбе коллеги продолжили ее дело, и о книге узнали и в других районах Абхазии. На самом деле это очень хорошая книга. И так хотелось, чтобы она дошла до каждой школы, до каждого педагога, потому что там, где мы эти презентации провели, они в восторге были от книги. Они понимали, что они получили в руки очень хороший учебник, очень хороший материал. Я очень надеюсь, что уже в ее отсутствие все, что я смогла раздать и в Гаграх, и в Гудаутах, что все это дойдет до учеников, до учителей, потому что на самом деле очень хорошая книга, и это было бы действительно очень правильно по отношению к ней, потому что в этот труд вложено столько ее души, столько сил. Хочется, чтобы до наших детей это все дошло, конечно. Аида Ашхаруа оставила после себя теплые воспоминания и навсегда останется в сердцах ее многочисленных коллег и учеников, так и в летописи абхазского музыкального творчества. Распоряжением исполняющего обязанности премьер-министра Беслана Эшва в связи с кончиной музыковеда, заслуженного работника культуры Абхазии, кандидата философских наук, кавалера ордена Ахтапша III степени Аиды Ашхаруа создана правительственная комиссия по организации похорон во главе с министром культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвирой Арсалия. Гражданская панихида пройдет в пятницу 23 сентября в Сухумском доме учителя. Траурный митинг начнется в 2 часа дня. Абхазия впервые будет представлена на международной выставке монет, которая пройдет с 22 по 24 сентября в Москве. Посетители выставки смогут увидеть монеты Абхазии и приобрести на стенде Амробанк. Специально для участия была собрана коллекция из 43 названий. В нее вошли монеты, выпущенные к годовщинам важных событий, с изображениями поэтов, писателей, героев Отечественной войны народа Абхазии, храмов и соборов. В Москве будут представлены монеты разной ценовой категории. Самые редкие, выпущенные тиражом, 99 штук. Самая популярная – Аяйра к 15-летию со Дня Победы. Конференция, организованная блоком оппозиционных сил и посвященная общественно-политической ситуации в стране, прошла сегодня в конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория». В ходе выступлений лидеры блока оппозиции подвергли критике практику частой смены правительства, дали свою оценку событиям, произошедшим у здания МВД этим летом, прокомментировали обращение премьер-министра Беслана Барцыц к народу и указали власти на, по их мнению, многочисленные бюджетные нарушения. По мнению оппозиционеров, у власти нет внятной экономической политики, не проводятся реформы, а криминогенная ситуация остается сложной. Я ни на секунду не сомневаюсь в том, чем закончится, какая участь уготована действующей власти. Но мы находимся и живем в
в одной стране. Сегодня президент – это не только конкретная личность, это и институт нашего государства. И мы должны это понимать и помнить. Мы не имеем права раскачивать нашу страну до такой степени, чтобы все опрокинулось. Все нужно делать грамотно, в строгом соответствии с нашими законами и с желаниями наших граждан. Так оно и будет. Расширенный репортаж с конференции блока оппозиционных сил смотрите в нашей программе сегодня. В Очамчире по инвестиционной программе ведутся работы по замене линий электропередачи, а также ремонт трансформаторных станций. На данный момент завершена работа на одной из подстанций, которая находится по улице Апсны. Работы на другой будут завершены к 5 октября. Репортаж Сарии Смыр. В Очамчире ситуацию с энергоснабжением на сегодняшний день можно назвать критической. Провода и трансформаторы, которых в городе чуть больше 70, давно устарели, а многие и вовсе вышли из строя. Сегодня ни у государства, ни у районной администрации нет средств на их полную замену. Районное управление Черноморэнерго по сей день делает все возможное, чтобы население не осталось без электричества. Вот и сейчас в городе на наиболее заселенных участках были полностью заменены 2 трансформаторные подстанции. Одна из них по улице Апсны была введена в эксплуатацию еще месяц назад. Сегодня она бесперебойно обслуживает электричеством 110 домов. По улице Апсны заменено более 120 опор, натянуто кабельных линий более 4 километров, около 5. И количество абонентов 110 человек. С заменой провода избавляемся от многочисленных замыканий проводов. Сами видите, в каком состоянии они у нас. На данный момент работы ведутся еще на одной подстанции. Это КТП-6. Сейчас здесь идет полная замена проводки. Кстати, эта подстанция будет питать электричеством весь рынок, пекарню и еще более 100 домов. Раньше здесь свет отключали часто, особенно в непогоду. Местные жители жаловались на то, что в связи с перебоями портится техника в доме. Электричество отключают и сейчас, но теперь только из-за ремонтных работ. По словам работников, жители с пониманием относятся к этой вынужденной мере. Старые линии у нас пришли в непригодное к эксплуатации состояние. Имеют место большие потери напряжения, случаются частые замыкания. Люди довольны, да, относятся с пониманием, потому что приходится периодически отключать. В планах районного управления Черноморэнерго в скором времени начать замену еще 5 подстанций в Очамчире. По словам начальника управления Беслана Ахуба, в первую очередь необходимо заменить электропроводку в наиболее густонаселенных районах. Работы начнутся, как только поступит финансирование. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Вот уже второй раз в этом году в Абхазском государственном университете прошла открытая лекция. По приглашению ректора университета Олега Гварами лекцию для студентов и преподавателей АГУ читает доктор экономических наук, профессор кафедры истории экономических наук факультета бизнеса и делового администрирования Российской экономической академии имени Плеханова Яков Ядгаров. Тема лекции – эволюция экономической науки от Смита до Маркса. Подробности в материале Ренаты Шакая. У студентов Абхазского государственного университета, а именно у будущих экономистов, сегодня была возможность побывать на открытой лекции доктора экономических наук, профессора кафедры истории экономических наук факультета бизнеса и делового администрирования Российской экономической академии имени Плеханова Якова Ядгарова. Яков Ясонович – первый автор учебника для вузов постсоветской России по дисциплине истории экономических учений. Учебник предназначен для студентов, аспирантов, научных работников и всех, кто интересуется историей мировой и российской экономической мысли. Яков Ядгаров также является автором книги «Эволюция теории стоимости», а также автором многих других учебных пособий. У профессора Ядгарова за плечами более чем 40-летний научный и педагогический стаж. Мы сами должны сорганизоваться таким образом, чтобы ставить и решать задачи. Но для этого, конечно, нужна хорошая, серьезная подготовка. Открывать какие-то структуры легко. Меня все послевоенные годы подбивают: откройте медицинский факультет. Да хоть сегодня. А дальше что? Но с вами, с экономистами, картина совсем другая. Потому что у нас традиции есть, у нас есть выпускники,
которыми мы можем гордиться. Подросла хорошая научная молодежь. Вот в этом году наши ребята заняли 3-е место на конкурсе. Это, конечно, большое достижение. Об этом мы не могли мечтать первые послевоенные годы. В очередной раз российские ученые подтверждают готовность помогать Абхазскому государственному университету, и открытые лекции ведущих российских экономистов тому доказательство. Во исполнение договора между нашими государствами России и Абхазии мы можем, наш университет, принять участие в подготовке научных кадров. Поэтому вашим старшим коллегам, а если есть тут преподаватели, и они пусть настраиваются на то, чтобы дальше гранить науки и обрести ученую степень кандидата либо доктора экономических наук в порядке соискательства. В ходе лекции студенты могли задавать интересующие их вопросы и от самого автора тех пособий, по которым они учатся, получить исчерпывающие ответы. Рената Шака, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. 20 ноября на кинофестивале в Таллине состоится премьера нового фильма «Софичка». Картина молодого режиссера Киры Коваленко, выпускницы мастерской Александра Сакурова, снималась совместно с киностудией «Ленфильм». Об этом сообщается на официальном сайте киностудии. Фильм, в основу которого легла одноименная повесть Фазиля Искандера о непростых судьбах жителей горного абхазского села. Действие картины начинается незадолго до Великой Отечественной войны и заканчивается во времена хрущевской оттепели. Глобальные исторические события – лишь фон, на котором персонажам предстоит прожить свои судьбы. Если этот фильм поможет понять жизнь народа Абхазии, это будет самой большой оценкой картины. Фильм станет сюрпризом и открытием для многих, для поклонников творчества Искандера и для тех, кто его еще не читал. Главная задача, чтобы человек, посмотрев фильм, взял в руки книгу, сообщил сайту Ленфильма Александр Сакуров. Также режиссер выразил желание, чтобы после фестиваля первыми зрителями фильма стали жители Абхазии. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается ухудшение погоды, облачно, временами ливневый дождь с грозой. Температура воздуха ночью 20-22, днем 25-27 градусов, температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.